Мы ежегодно проводим данную акцию уже 7-й год. Участники нашего сбора являются граждане Республики Абхазия, меценаты, бизнесмены. И благодаря пожертвованиям людей данная акция у нас ежегодно проходит. И в этом году также мы порядка 400 тысяч собрали на акцию «Счастливое 1 сентября». Также эту канцелярию, данную канцелярию мы закупали за пределы Республики Абхазия, это в Российской Федерации, так как по цене там устраивало нас. И еще где мы заказывали данную канцелярию, нам делали скидку еще порядка 400 тысяч. То есть был сформирован товар, и где-то на 800 тысяч он был, и где-то нам 400 тысяч скинули. Вот этот объем канцелярий, который вы закупили, он хватит на всех подопечных? Мы в том году обеспечили порядка 700 детей. В том году это было. В этом так мы закупили где-то на 800 плюс 50 детей где-то. Я думаю, что хватит нам. Помимо этого нам еще и пожертвовали в офис привезли, купил. Благотворители не только деньги перечисляли вам, но и в виде канцелярии. Разная помощь была, как я понимаю. Канцелярию приносили, да, портфели приносили, одежду кто-то приносил. То есть была разная помощь. И мы любой помощи были благодарны. Помимо этого, здесь в Абхазии есть штаб в поддержку Донбасса. И представители этого штаба нам пожертвовали школьную форму. Также мы эту школу... На всех детей? Они 50 комплектов пожертвовали. Но этой акции «Счастливое 1 сентября» уже несколько лет. Если сравнивать предыдущие годы, все-таки благотворители насколько активны в этом году? Нет, активность не уменьшается, наоборот, активность она всегда превышает, потому что все понимают, что образование должны иметь все. То есть доступ к образованию должны получать все, и поэтому данную акцию поддерживают все граждане Абхазии по мере возможности. Но здесь вопрос еще, такой. Это не только касается нашего груза, который мы приобретаем за пределы Республики Абхазия, но и всех видов грузов, непосредственно, которые приобретает не только наша организация, но и другие благотворительные организации. У нас происходят проблемы на границе. То есть мы месяц назад написали письмо в парламента для того, чтобы рассмотрели данный вопрос, чтобы все грузы, которые закупают благотворительные организации, чтобы не облагались налогом. В этом году мы также данный вопрос решали, очень сложно было решить. При поддержке депутатов парламента, депутат парламента Беслан Халваш посодействовал. В итоге нам выдали документ, что он является гуманитарным грузом через комиссию по гуманитарному грузу, и мы этот груз привезли. То есть вы смогли сэкономить существенную сумму? Естественно, конечно, мы же не рассчитываем, мы же сбор объявляем на канцелярию, а здесь у нас в дальнейшем возникают вопросы, оплата таможенные сборы и так далее. Но мы, как благотворительная организация, по закону даже о благотворительной деятельности не должны платить. Мы же не занимаемся коммерцией, мы это раздаем безвозмездно нашим гражданам. То есть мы обеспечиваем порядка 800 тысяч детей, граждан Республики Абхазия. А эта канцелярия уже распределена? Как это происходило? Расскажите об этом. С сегодняшнего дня мы уже начали раздачу канцелярии. Списки у нас уже свои сформированы. То есть те люди, которые состоят на учете нашей организации. Есть люди, которые получают от средств СМИ информацию, что мы раздаем канцелярию, и обращаются многие. И мы также этих людей проверяем. Если они подходят под нашу категорию, критерии, то мы также обеспечиваем. То есть мы никому не отказываем. Если эта семья подходит под нашу категорию, то мы
предоставляем такую им возможность. То есть все еще есть возможность получить эту помощь, даже не являясь подопечным фонда. Новые люди, новые семьи могут еще получить, как я понимаю, эту помощь. Что для этого нужно? Да. Если семья действительно нуждается. Сейчас именно мы по нашим критериям сейчас проверить не сможем, но основные вопросы, которые подходят к этой семье, то мы проверяем. То есть как семья обращается, мы смотрим, если среди отец или мать инвалиды, рассматриваем, то есть как основной критерий материальное положение в семье, жилищные условия. Рассматриваем, если эта семья подходит под нашу категорию, то мы даем. А насколько увеличилось количество людей, которым вы помогаете по сравнению, например, с 2017-2018 годом? За последние 3-4 года. У нас, список, он обновляется, старый уходит. То есть он постоянно от 300 до 400 семей. То есть это порядка 800 тысяч детей у нас. А было сколько? Представим, что несколько лет назад. Скольким вы помогли тогда? В этом году мы рассчитываем где-то 800, но мы еще с запасом сделали, потому что бывает, что еще обращаются. Думаю, что до 900 будет у нас. А насколько для этих семей важна помощь? Как бы вы оценили эту поддержку для них? Вы знаете, в этом году еще благодаря Министерству образования малоимущие семьи получают поддержку. Это приобретение школьной формы. Еще слышал, что бесплатно будут раздавать учебники. Естественно, это разгружает семью. И также плюс ту канцелярию, которую мы отдаем, это большую поддержку дает. Потому что, к примеру, сейчас для того, чтобы сформировать пакет для одного ребенка от 2 и выше тысяч обходится на одного ребенка. То есть мы включаем даже ножницы, фломастеры, краски, то есть не просто тетради и ручки, а весь пакет, который необходим для каждого класса. То есть это большая поддержка ощутимая, я считаю. Если один ребенок, понятно, то есть в семье, где 5-6 детей, вы представляете, это порядка 10-15 тысяч. То есть это большая поддержка, я считаю. А в рамках акции у вас, кстати, в предыдущие годы, вы устанавливали еще ящики специальные, куда могли обычные граждане тоже пожертвовать, кто канцелярию, кто деньги. Это будет практика использована в этом году? У нас стоят ящики в магазине Дгебе и в Канцпарке. Тоже люди, которые приобретают канцелярию, видя и данные ящики, тоже приобретают, закидывают. Это тоже ощутимая большая поддержка. Насколько люди активны именно в таком смысле? Понятно, бизнесмены, благотворители ваши, которые традиционно помогают. Но обычные граждане насколько активно подключаются к процессу? Обычные граждане всегда активны, за что я благодарен всем людям, которые поддерживают нас долгие годы. Вы все прекрасно знаете, все цены растут, социальное положение в стране фактически всех, по-моему, приравнивает. И даже если люди хотят помочь чем-то, то есть, многим сложно. А так поддержка всегда она есть. Даже сегодня очень многие и волонтерами сегодня участвуют в нашей акции. Ваш коллега, журналист Асида Маля, с утра сегодня поддерживает нас, помогает формировать канцелярию. И ребята также пришли сегодня с утра, помогают нам. То есть и физически, и морально поддерживают. А сами дети, которым вы некоторым уже принесли эти подарки к школе, как они воспринимают эту помощь? Естественно, дети, когда получают поддержку, зная материальное положение семьи, и когда семья уже обеспечена всей продукцией школьной, то, конечно, дети счастливы. И нам это приятно видеть.
Есть случаи, где, не имея возможности даже приобрести там тетради, дети не ходили в школу. Но мы эту проблему со своей стороны решаем. Ну, еще несколько дней вот до школы остается, но акция продолжается. Я думаю, желающие еще могут присоединиться к ней и помочь детям. Конечно. Конечно, я хотел бы воспользоваться случаем поблагодарить всех граждан республики, которые поддерживают уже на протяжении 7 лет. Хотел бы поблагодарить также людей, которые поддержали нас в перевозке с Российской Федерации. Это первым долгом депутата парламента Беслана Халваш. Также хотел бы поблагодарить молодых ребят на минивэне, которые безвозмездно перевезли нам груз Российской Федерации. Это Аляс Волба и Беслан Норманя. Они решили, что они не первый раз нас поддерживают. И всех тех людей, которые не стоят в стороне и рядом поддерживают нас. Хочу поздравить наш народ с наступающим новым учебным годом. Дай Бог, чтобы наши дети учились под ним мирным небом. И чтобы мы, старшие, создавали все условия, чтобы наши дети все наравне учили и имели доступ к образованию. Кадыр, спасибо. Я надеюсь, вот счастливое 1 сентября наступит для каждого ребенка в этом году. Спасибо вам. Дай Бог. Спасибо вам большое.